Здравствуйте! Доброе утро! Мы, Светлана Звонарева и Влад Портнов, рады приветствовать вас этим утром. Да, в последний день недели, в пятницу. Сегодня 30 марта. Готовимся к выходным, чтобы провести их с пользой. Внимание, дети! Вспоминаем основные правила поведения в большом городе. Неспешные сборы, маленькие хитрости для собирающих чемодан в путешествие. Итальянский вкус с многовековой историей. Как правильно приготовить бискотти. У многих детей завершаются весенние каникулы. Сегодня в программе, кроме разговора, как организовать досуг в предстоящие выходные, мы будем говорить и о безопасности наших детей. Большой город таит в себе много опасностей для них. Это важно помнить. Утверждают, современные дети взрослеют намного раньше, чем мы когда-то. Ускоряет этот сложный механизм и обилие информации, интернет сейчас доступен практически всем, и ранние заработки. По статистике, 94% взрослых одобряют небольшую подработку подростков. Но задумываемся ли мы, что каждый день они остаются один на один с миром взрослых, одни в большом городе? Каждое утро Марсель собирает и отводит в детский сад своего младшего брата Равиля. Мама и папа уходят на работу очень рано. Конечно, родители несколько раз объясняли мальчикам, как вести себя на дороге, но, как показал наш эксперимент, чаще всего братья поступают именно так. Вопрос передвижения ребенка в городе очень серьезный. Ребенка подстерегает множество опасностей. И одно из основных – это, конечно, транспорт. Да, это дорожное движение и умение ребенка переходить дорогу. Ребенок может самостоятельно переходить дорогу и должен, но только при условии, что он к этому абсолютно готов. Проводив брата, Марсель идет в школу. Ребенок в общественном месте всегда вызывает интерес окружающих. Они наблюдают за ним, некоторые даже пытаются заговорить. Марсель знает, что разговаривать с незнакомцами не стоит. Но если уж что-то спросит, он, конечно же, ответит или поможет. Словом, взрослых он совсем не боится. Бояться, мы с вами знаем, кого нужно бояться. Чужих людей, которые сами предлагают ребенку что-то съестное, предлагают ему куда-то с ним пойти, предлагают ему посмотреть что-то интересное. К этому ребенку тоже, конечно, нужно обязательно подготовить и рассказать ему. И научить ребенка тому, что если такое происходит, он обязательно должен ни в коем случае не вступать в контакт с этим человеком и постараться потом очень громко привлечь к себе внимание в случае, если взрослый человек будет слишком настойчив. На улице детей ждет еще одна опасность. Связаться с плохой компанией намного легче, чем кажется родителям. Хорошо, если вы уверены в своем ребенке и знаете, что он не попадет под влияние какой-либо группы подростков. В противном случае итог предсказуем. Ребенок не рождается с готовым набором, как животное, да, с готовым набором навыков каких-то приспособленческих. Ребенка нужно учить всю жизнь. Те родители, которые в раннем детстве, потом в более позднем детстве большое значение, большое, скажем так, внимание уделяют детям, они редко об этом жалеют. Время, которое в детстве упущено, его ведь потом не наверстаешь. Поэтому все проблемы, о которых мы говорим, чаще всего связаны все-таки с недостатком родительского внимания. Вот еще один день подходит к концу. Скоро придут родители. Они даже не подозревают, какой путь проделал сегодня их ребенок, какие вопросы пытался решать. Один в большом городе, он часто бывает одинок. Задумайтесь, а как растет ваш ребенок? Поговорим и о другой опасности, которой могут подвергнуться наши дети не только в дни школьных каникул. О правильном их поведении на дорогах, о правильном поведении взрослых на дорогах говорим с Ильей Валиевой, начальником отделения по Вахитовскому району ОГИБДД ОМВД по Казани. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Илья, ну и первый вопрос касается перевозки детей в автомобиле. Какие есть правила? И мы знаем, что есть какие-то изменения. Расскажите, пожалуйста, про них. Да, за последние изменения в правила дорожного движения произошли по постановлению правительства 761 от 26 июня 2017 года по пункту 22.9 по перевозке детей до 7 лет, получается. Они должны перевозиться
в детских удерживающих устройствах или защиты, которая ISOFIX называется, да, то, что получается уже в транспортных средствах, они должны установлены быть. Плюс, который соответствует весу и росту ребенка. С 7 до 11 лет также, может быть, должны быть пристегнуты детскими удерживающимися устройствами. На переднем сиденье также, если ребенок уже передвигается, тоже должно. А на переднем сиденье это вот тоже из какого-то возраста разрешено, по-моему, да? С 11 лет можно будет уже. И уже без удерживающего устройства? Нет. Без кресла? Тоже в кресле? Конечно. Так, при каком возрасте у нас ребенок может ездить без кресла? На переднем сиденье. Да. В вашем возрасте Это уже можно. Хорошо. Что он и делает, да. Нарушение, да, оно совершено. Какие наказания за это могут последовать? Административная ответственность за данное нарушение в размере 3000 рублей. Получается, да? Ну, это штраф. Это штраф, да. Ну, при других последствиях, если пострадали дети, например, да, если ДТП с пострадавшими, то там даже может быть лишение водительского удостоверения. Также уголовная ответственность возможна. Но это уже в самом таком, наверное, это, тяжелом случае. Совсем тяжелом случае, да, если, например, погибший ребенок есть по вине водителя. Да, еще вот часто такая проблема бывает, то, что, ну, вот... Мама с ребенком едет мимо магазина, как будто бы, но решила заехать в магазин, на минутку забежать и оставила ребенка в машине. Ну, бывают такие случаи, и мы знаем, что, к сожалению, они иногда заканчиваются, ну, да, бывает трагически. Особенно да. летом, Вот давайте, когда жара, да, душно. давайте поговорим об этом, в каком возрасте, ну, можно оставлять ребенка в машине. До 7 лет, как раз вот в этом постановлении правительства, которое изменения внесли, до 7 лет в транспортном средстве ребенка совершенно нельзя оставлять, как вы сейчас заметили, да, бывает, что на минутку оставляет, да, форс-мажорные обстоятельства бывают, да, что задержались или еще что-то, ребенок испытывает страх, непонятно, да, получается, как так, мамы нет, папы нет, то есть рядом это даже не обязательно нет. В жаркую погоду, допустим, нет, задыхаешься, жара, даже психологически как... Психологические травмы, да, ребенка получает он. И в жару, естественно, это жарко ребенку, получается, в холод он может замерзнуть. И, естественно, другие последствия. За это тоже предусмотрен штраф. Вот давайте об этом поговорим. Штраф, конечно, не такой большой, да, в размере 500 рублей, но думаю, что жизнь и здоровье своего ребенка намного важнее. Безусловно. Да. И психологическое здоровье в том числе. Конечно, да. Ну а как это контролируется? Ведь сотрудники ГИБДД не ходят по парковке торговых центров. Это случайная какая-то находка, скажем так? Кто-то фотографирует и отправляет. Вы знаете, у нас периодичностью бывают рейды, да, это раз. Выявляются такие граждане, да, ну, бывает так, что, как вы сказали, бдительные граждане тоже может быть, бывают. вот сейчас и стоит обратиться, да, что вот в таком случае, если, допустим, увидели, ребенок сидит в машине, то нужно ли как-то реагировать вот, посторонним людям? Думаю, и куда да. обращаться? Дежурная часть 533-900 всегда услышат и придут на помощь, так будем говорить, да? Да, ну еще одна тема, которая тоже важна, да, во время каникул и вообще в принципе, потому что сейчас весна, лето, и будет много детей вечерами гулять, в том числе и вдоль дорог. Мы помним, что должны быть световозвращательные... в темное время суток мы имеем в виду. Должны быть световозвращательные элементы на одежде. Насколько сегодня эта проблема актуальна? Используют ли люди эти элементы? Вы знаете, даже когда проводится... Комиссия по безопасности дорожного движения, да, в последний раз, вот когда проводилась, да, неоднократно уже эту задачу ставит не только госавтоинспекция на уровне руководства, то, что правительство, имею в виду, что у каждого даже ребенка должно это быть. Световозвращающиеся элементы можно приобрести в любом месте, уже это такой степени доступный элемент, который... на рюкзак, даже есть вот в школьное время, уж я имею в виду, на рюкзак. На одежде можно приклеить, они очень хорошо приклеиваются, да, какие-то брелочки. То, что, говорится, мы должны быть заметными всегда. Получается, от этих элементов элементарных, которые не так дорого стоят, да, зависит жизнь человека. Потому что если они есть, водитель, получается, видит человека, сдали уже, то, что да, более 100 метров, да, видит, и он может среагировать и остановиться вовремя. Ну что ж, и самое главное, что это просто доступно недорого, и это спасает жизни людей.
Да. Алия, спасибо вам большое, товарищ капитан. Мы вам желаем успехов в работе. Спасибо. Поменьше работы я бы так пожелала. Да, пресекать все нарушения, и пускай у нас у всех будет все хорошо, в том числе и на дороге. Сейчас реклама небольшая на ТНВ, и мы продолжим. Оставайтесь с нами. И снова доброе утро. Как всегда, в нашей программе все самое интересное и замечательное. И, конечно же, сюрпризы для наших дорогих телезрителей. Да, после гороскопа вас ждет нечто интересное. Настраивайтесь, готовьтесь. Ну а пока мы расскажем, что нам сулят звезды. Овны, сегодня вы готовы свернуть горы на своем пути. Не исключено, что вы обретете новых друзей или авторитетных покровителей. Но больше всего вы обрадуетесь благоприятным изменениям в личной жизни, о которых вы даже и не думали. Тельцы, нет ничего приятнее ощущения того, что вам удалось сделать чью-то жизнь действительно яркой и приятной. И сегодня вам представится такая возможность. Посвятите все свое время и силы какому-нибудь близкому человеку, и день получится просто незабываемым. Близнецы, звезды сулят представителям этого знака зодиака интересное знакомство. Если вы будете вести себя естественно, без прикрас, то есть шанс начать серьезные отношения с хорошим человеком. Раки, сегодняшний день может выбить вас из колеи, будьте к этому готовы. Словно ниоткуда навалится куча работы, с которой вам придется справляться в одиночку. Старайтесь сохранять самообладание, и у вас обязательно получится решить все проблемы. Куча работы в пятницу – это грустно. Ну а впереди выходные. Львы, старайтесь не обращать внимания на мелкие недоразумения, происходящие дома. Без них не обойтись, а тратить время на ссоры и конфликты по пустякам, и тратить душевные силы – не самый умный способ укрепления взаимоотношений. А девам гороскоп советует чаще говорить себе «я могу», а не «у меня не получится». Постарайтесь на некоторые вещи смотреть с юмором, с легкостью и даже сквозь пальцы. Не нужно сворачивать с пути, который вы сами проложили. За ближайшим поворотом вас ждет удача в любви. Вы только сверните туда, куда нужно. Ну, а если вы любите игры КВН, внимание! Да, вот то, что мы обещали, как раз тот сюрприз. Да, вот эти очаровательные билеты на 1/8 финала Лиги Республики достанутся вам, если вы ответите на простые вопросы из истории клуба веселых и находчивых. Телефон прямого эфира 570-50-75. У нас есть 2 вопроса и 2 пары билетов. Светлана, ну я предлагаю начать, наверное, с вопроса попроще. Да? Давай. Вопрос попроще. Итак, наш телефон 570-50-75. Вопрос звучит так. Как называлась команда из Татарстана, которая дважды становилась обладателем Кивина в золотом? Итак, команда из Татарстана, которая дважды выигрывала Кивин в золотом. 570-50-75. Телефон нашего прямого эфира. Ну, и следующий вопрос. Сразу, что ли? А почему бы и нет? Ну, хорошо, хорошо. Итак, в каком году на советских телеэкранах впервые появилась программа КВН? Вопрос этот на знание истории. И все-таки я бы, наверное, может быть, маленькую подсказочку разрешишь? Давай. Да, все-таки этот год был очень знаковый вообще для всего Советского Союза. Я бы сказал, это космическая подсказка. Да, космическая подсказка. Поэтому подсказка была. Еще раз, в каком году на советских телеэкранах впервые появилась программа КВН? Ну и, я так понимаю, у нас есть звонок. Первый вопрос. Нет, звонка еще нет, потому что времени слишком мало прошло, мы будем ждать. Давай еще раз напомним, да, значит, телефон 570-50-75. 2 вопроса. Как называлась команда из Татарстана? Да, пока вы дозваниваетесь и пытаетесь выиграть эти билеты, давайте посмотрим, как прошли в Казани игры первой лиги. В Казани прошли игры 1/8 финала первой лиги клуба веселых и находчивых, по итогам которой сформируется полный состав четвертьфинала 2018 года. Первая лига КВН появилась в 1993 году. Ее задача – готовить участников КВН к высшей лиге. С тех пор она не раз меняла прописку. Казань, Воронеж, Санкт-Петербург и снова Казань. Понимаете, что мы в гостях? А что это такое? В Хабаровске в гостях, в Казани в гостях. Мы когда-нибудь дома будем, нет? Мы уже даже владеем кубком постоянного присутствия первой лиги, потому что она была и в 98-99 году, в 2001-2002, вот опять 2 года подряд первая лига в Казани. С прошлого года первая лига КВН обновлена. У нее изменился редакторский состав. За подготовку команд отвечают редактор высшей лиги Айдар Гараев, а также редактор премьер-лиги Алексей Ляпичев. Это знаковое событие для всего КВН. Это огромная роль первой лиги в становлении наших молодых команд. Они видят уровень, они видят, как надо играть, они стремятся. Потому что после первой попадают в высшую лигу, и это уже как бы такой процесс неизбежный.
Одна из 4 телевизионных лиг МИСИ КВН, первая лига, продолжает игры 1/8 финала. На очереди 3-я восьмушка этого сезона, в которой сыграют 5 команд. КВН, вот для меня КВН это все. Как помимо учебы МВД, так как я являюсь сотрудником полиции, так еще вот у меня вот 2 таких мира, это полиция и КВН. Очень большие амбиции. Мы вот хотим быть командой из Крыма, которая дойдет до телевизионной лиги, которая вот чуть побольше статусом, там, может быть, премьерка, может быть, выше. Друзья, как известно, после победы на Олимпийских играх нашим хоккеистам подарили немецкие автомобили. Если следовать логике, то немецким хоккеистам за 2-е место подарили именно такие подарки. Ганс, was ist das? Ганс, что это такое? Мне кажется, что это газонокосилка. По принятому в свое время положению чемпион первой лиги автоматически становится участником высшей лиги КВН. КВН для ее участников – это целая жизнь, то, от чего бьется сердце. Для многих он стал стартовой площадкой и началом успешной карьеры. Ну что ж, продолжаем тему веселых и находчивых. В начале этого сюжета мы задали 2 вопроса на эту тему, и у нас уже есть дозвонившийся претендент на победу и вот на эти 2 замечательных билета. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Равиль. Равиль. Здравствуйте, Равиль. Ну что, давайте начнем с вопроса про историю. В каком году на советских телекранах впервые появилась программа КВН? Ну, я так подумал, что раз космическая подсказка, это 61 год, когда первый космонавт у нас полетел. Конечно. Совершенно верно, Равиль. Вы молодец, да. Так, ну подсказку схватили на лету, скажем так, и впрок. Первая пара билетов вам достается. Ну, забегая вперед, скажу, да, что у нас на разные даты. На 2 дня, поэтому. Да. Второй вопрос, к нему тоже переходим. Команда из Татарстана, которая дважды выигрывала КВН в золотом. Равиль, кто это, команда из Татарстана? Ну, для меня вопрос был очевиден, потому что я с капитаном этой команды Ильдаром Фархутиновым служил вместе в армии. Ну? Это команда 4 татарина. Ну, конечно, мы не сомневались на правильный ответ. Ну что ж, поздравляем вас. Вы действительно знаток и любитель, видимо, игр КВН. Оставайтесь таким же. И вот за это вам вот такие вот замечательные билеты на 2 и 3 апреля. Да, мы вас поздравляем и желаем хорошо провести вечер. Ну, а мы пока продолжаем нашу программу и немного меняем тему. Да. По статистике, ежедневно в аэропортах по всему миру теряются 70 тысяч чемоданов, 97% из которых находятся в первую неделю поисков, ну а 3% чемоданов теряются навсегда. Поэтому бывалые путешественники советуют брать с собой только самое необходимое, а не так, чтобы хвастать перед окружающими всем своим гардеробом. В случае утери багажа будет не так обидно. И еще несколько советов по тому, как собирать чемодан в дорогу. Разложите возле чемодана все, что вы планируете взять с собой. Внимательно подумайте и сократите количество вещей ровно на 1/3. Потому что, как показывает статистика, в 90% случаев мы не пользуемся всем тем, что берем с собой. Начните сборы с обуви. Поместите в обувь несколько свернутых пар носков, для того, чтобы она не деформировалась. Теперь положите обувь на дно чемодана. Затем укомплектуйте плотный нижний слой из мягкой одежды, нижнего белья, обуви и свитеров. Используйте каждый оставшийся уголок, скручивайте и сворачивайте в рулет одежду из слабо мнущихся искусственных тканей. С помощью пищевой пленки обезопасьте средства личной гигиены от проливания. Хрупкие предметы, такие как фотоаппарат, духи или косметичка, кладите в центр 2-го слоя. Плотный нижний слой из мягких тканей обезопасит эти предметы от ущерба. Брюки, платья, юбки и пиджаки не стоит складывать стопками. Это займет огромное количество места. Следует поступить так. Одну часть брюк, джинсов или юбок разложите внутри чемодана. Вторая же часть пусть пока находится снаружи. Создайте несколько слоев из всей необходимой вам одежды. Затем слой за слоем сгибайте внешние края и укладывайте один на другой. Вот такие простые советы помогут вам сократить время мучительных сборов вечно не закрывающихся чемоданов.
Чемодан – это, конечно, важная вещь любого путешествия, но начнем с азов, с организации турпоездки за границу. О юридических тонкостях заграничного тура говорим этим утром с юристом Сирином Зариповым. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с самого начала, с момента, когда мы оформляем договор. На что нужно обратить внимание и что обязательно должно быть прописано в договоре с турфирмой? Я бы рекомендовал всем в первую очередь обращать, кто является туроператором этой поездки. Если это какой-то малоизвестный туроператор, обязательно его нужно посмотреть, его репутацию, состоит ли он в реестре туроператоров, в принципе, существует такая компания или не существует. Можно прийти в аэропорт на предполагаемый рейс, а выяснится, что такого рейса в принципе нет. К сожалению, мошенников очень много сегодня, и в первую очередь надо смотреть, кто организатор. Во-первых. Во-вторых, у нас есть федеральный закон о туристической деятельности, и там есть конкретный четкий перечень, что должно отражаться в договоре о продаже туристического продукта. Это страна, что входит в этот туристический продукт, там проживание, питание, время, вылет, там, и ряд целых других моментов, параметров. Как правило, у всех туроператоров уже готовые стандартные договоры, и что-то привносить в эти договоры достаточно сложно, поэтому просто нужно посмотреть, нормальная ли эта компания. Если компания нормальная, адекватная, то, скорее всего, в договоре все в порядке. Ну, то есть интернет нам даст подсказку, нормальной компании. То есть доверяй и проверяй в первую очередь. Конечно. А что нужно помнить при поездке с несовершеннолетними детьми? Какие-то тонкости есть? Вы знаете, с несовершеннолетними детьми, да, конечно, есть определенные тонкости. Значит, на сегодняшний день российское законодательство, если ребенок выезжает с одним родителем, российское законодательство не содержит обязательного требования, чтобы была доверенность от второго родителя. Но есть ряд стран, которые не дают визу без согласия второго родителя. Поэтому надо уточнить перед тем, как идти за визой, требуется ли согласие второго родителя. Это во-первых. Во-вторых, если вдруг у родителей плохие отношения между собой, бывает так, что брак расторгнут, ребенок с одним родителем, второй родитель где-то вдалеке. Да. Второй родитель вполне может закрыть выезд ребенку из страны. Ну, то есть он просто приходит в службу пограничного контроля, пишет заявление о том, что он против того, чтобы его ребенка вывозили из страны. И все, ребенка вывести нельзя. И эту проблему можно будет решить только через суд. В судебном порядке уже снимать этот запрет. Родитель, который наложил запрет, должен доказывать, почему он это делает, чего он боится. Родитель, который пытается вывести его из страны, должен доказывать, для чего он пытается вывести ребенка из страны. Представим еще одну себе ситуацию, когда мы на личном автомобиле отправляемся куда-то за границу. Здесь как это все организовать? Что нужно, может быть, какие документы при себе иметь? Как правило, ничего особенного. Достаточно документов на машину, права международного образца, страховка обязательно. И желательно, чтобы эта страховка действовала и в той стране тоже. Не только российская страховка, но и в той стране тоже. Не дай бог будет какое-то ДТП в той стране, вполне можно будет воспользоваться этой страховкой. Если вдруг машина принадлежит не вам, то нужна обязательно нотариальная доверенность. Спасибо большое, Сирин. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас у нас настало время погоды. Наш коллега Даниил Кинжаев сейчас нам расскажет про погоду. И не только. Даниил, привет. Лёшка! Алёша! Лёшка, иди сюда! Тепленький ты мой. Ребят, сейчас объясню просто. Этот день, 30 марта, в старину назывался Теплый Алёша. Привет-привет всем, здрасте, доброе утро. Итак, сегодня 30 марта, повторюсь. Именно в это время крестьяне начинали доставать свои телеги, знаете, которые катаются. И вместе с ними они доставали картошку для того, чтобы она к посевному сезону успела прорасти. А еще в этот день нужно было проверить состояние улей. В улье живут пчелки, жужужу, вот тех самых. В этот день люди еще старались работать только днем, для того, чтобы вечером собраться всей своей большой семьей и проводить зиму. Вообще для крестьянина, вот, кстати, береза. Береза является символом чистоты и мира. Именно поэтому 30 марта они пили отвар, который готовился из березового сока и меда. В народе этот отвар назывался взвар. Еще 30 марта крестьяне выходили к березам, чтобы собрать березовые почки. Считалось, что 30 марта они обладают целебными свойствами. Ну а теперь о погоде. В Казани сегодня температура воздуха днем составит -1 градус, а вечером будет чуть прохладнее, -4. Целый день будет светить солнышко, лишь незначительные тучки время от времени будут закрывать прекрасное солнышко, которое
нас греет. Ура, товарищи! Всех с весной! А у меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. Хотя нас уже солнышко-то греет. Пока-пока. Пока, Даниил, спасибо. Да, нравится мне его оптимизм, стоя по пояс в сугробе. Всех с весной. Уже месяц мы встречаем весну, но однажды она все равно наступит. Точно так же, как и реклама, которая прямо сейчас на ТНВ. О том, что спорт снимает депрессию, способствует выбросу гормонов радости и в целом позитивно сказывается на душевном состоянии, говорили уже не раз. Аспирантка кафедры психиатрии университета Аделаиды Джули Морган подошла к вопросу с другой стороны. И выяснила, перерыв в тренировках может привести к тому, что депрессия вернется. Так что помните об этом, если вы занимаетесь спортом. Если какой-то комплекс упражнений надоел вам, начните другой, но не бросайте тренировки вовсе. Как вы видите, штанга уже у меня на плечах, и я готова работать. Сегодня мы будем разбирать приседания разного вида. И первым упражнением у нас будет классические приседания со штангой на спине. Поехали. Штангу ставим на плечи, ноги ставим на ширине плеч, можно чуть-чуть пошире. Носки чуть-чуть в стороны разводим. Дальше первое движение. Мы сгибаем коленный сустав и отводим таз назад. Садимся. Следим, чтобы колени не выходили далеко за носки. Встаем, закрываем таз, напрягаем ягодицы. Поднимаемся вверх, полностью выпрямляешься. Оп, слегка напрягаешь ягодицы и уходим назад. Делаем 15 повторений. Главные мышцы, работающие, которые отвечают за именно разгибание тазобедренного сустава, является большая ягодичная мышца. Также работает у нас квадрицепс, который находится спереди. И задняя поверхность бедра, все верно. Полусухожильный, полуперепончатые и бицепс бедра. Эффективные упражнения. Не забывайте приседать. Стоп. Ставим. Отлично. Класс. Отдыхаем. Дальше. Переходим к следующему упражнению. Сейчас у нас будет приседание плие. Смысл таков, что в данном упражнении мы ноги будем ставить намного шире, чем плечи. Насколько широко? Так, чтобы в нижней точке у нас угол был 90 градусов. Главным образом у нас в данном упражнении будет работать большая приводящая мышца и среднеягодичные мышцы. Так, носки смотрят в стороны и садимся вниз. Оп, и поднимаемся наверх. Здесь садиться очень низко не нужно. Твоя задача развести колени, добиться вот в нижней точке угла 90 градусов. Да, и поднимаешься наверх. Достаточно. Все, ставим. Отлично, закончили. Ну как? Классно. Чувствуется нагрузка ягодичной мышцы? Очень сильно чувствуется и внутренняя поверхность бедра. Мы сделали приседания классические и приседания плие. Также у нас есть варианты приседаний со штангой на груди, с узкой постановкой ног. Но они нас в данный момент не интересовали, потому что все-таки больше наша задача была включить ягодичные мышцы. Но мы включили эти мышцы. Да, отлично. Делайте приседания, классические, плие, какие вам больше нравятся, и ваши ягодицы будут выглядеть просто супер. Ну, в человеке все должно быть прекрасно. И физическое здоровье, и духовное, и интеллектуальное развитие. В итальянской Болонье объявлены имена лауреатов одной из самых престижных премий литературы для детей. Премии имени Ганса Христиана Андерсена, называемую Нобелевской премией в сфере детской литературы.
Среди победителей россиянин, художник-иллюстратор Игорь Олейников. Его последней работы – русское издание «Приключения мышонка Десперо». Кейт Ди Камилло. Если вам встретится эта книга, обратите внимание на иллюстрации в ней. О других книжных новинках расскажет Вера Гаранина. Доброе утро. Я сегодня хочу вам представить замечательную, очень интересную книгу. Элизабет Фригментал «Гамбит королевы». Когда начинаешь читать эту книгу, на ум приходят слова Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Монархи, их нравы, их капризы, интриги, политика, любовь и нелюбовь. В этом романе есть все. «Гамбит королевы» рассказывает о жизни английского королевского двора. Уже интересно. Эпоха Тюдоров. Интересно вдвойне. Уже сколько написано об этой семействе, об этой династии, а тайны продолжают открываться. В этой книге несколько сюжетных линий. Главное, конечно, Екатерина и Генрих VIII. Все остальные как бы дополняют основную сюжетную линию и добавляют ей романтизма и драматизма. Это нелегкое чтение. Ну, во-первых, потому что нужно иметь все-таки какую-никакую базу, чтобы разобраться во всех хитросплетениях династии. Ну, а во-вторых, трудность в произношении имен. И вот если вы, читая эту книгу, не испытаете этих трудностей, то можете смело считать себя человеком, у которого эрудиция и интеллект выше среднего. Прочтите роман, проверьте себя. Дэн Браун – это писатель, о котором спорят в современном литературном мире. Его «Код да Винчи» прочли и сторонники всего написанного в романе, и противники. И, в общем-то, все эти споры – это хорошая реклама всем его вещам. Новый роман Брауна называется «Происхождение». Откуда мы и что нас ждет? Эти вопросы ставит перед собой каждый человек, который размышляет о жизни. Размышляет об этом и Дэн Браун в романе «Происхождение». Почти 600 страниц описывают события одного дня, точнее даже одного вечера. При этом автор погружает нас в историю страны, на этот раз в историю Испании, настолько глубоко, и мы так четко представляем все картины, которые он нам рисует. Мы ходим по улицам, рассматриваем здания, что потом просто в интернете пытаемся найти подтверждение всему тому, о чем прочли, и находим. Это здорово. Ну а проблемы, которые Браун поднимает в этом романе, как и во всех остальных, они глобальные, масштабные, мировые. Это не просто увлекательное чтение. Я бы сказала, что это еще и образовательное чтение. Читайте. И еще одна любопытная новость для вас. Ученые из Московского технологического института сделали рыбу-робота, выглядящую и движущуюся, как обычная живая рыба. Робота можно использовать для наблюдения за морскими обитателями в естественных условиях. Окружающие обитатели не обращают на него внимания и ведут свою обычную жизнь. Аквалангистам, которые делают подобную работу, приходится сложнее. Морские животные пугаются странно выглядящих существ. Ну а теперь поговорим о киноновинках. Вчера в широкий прокат вышло сразу несколько интересных фильмов. Мы выбрали самые яркие из них, чтобы рассказать о них. Виртуальная реальность все больше поглощает наш мир. Стивен Спилберг решил пофантазировать на эту тему. Высокотехнологичная антиутопия под названием «Первому игроку приготовиться». Это оазис. Мир, ограниченный лишь твоим воображением. Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать, но остаются, потому что могут кем-то стать. Я говорю вам это потому, что наше будущее под угрозой. 2045 год. Мир находится в хаосе, а в компьютерной реальности все неплохо. Плюс в этой игре объявлен суперприз. Ну и все человечество бросается на поиски. Итак, главному герою придется изучить весь искусственно созданный мир. Любители приключений, фильм для вас.
Дальше тоже фантастика, но, похоже, здесь главная идея – психологические переживания детей. «Я сражаюсь с великанами». Героиня особенная. Ее уникальный талант – это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Ей никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни. Кто-то воспримет буквально, кто-то найдет смысл между строк. Круто? Да, так и есть. Темные знамения самые крутые. Великаны издревле жили в нашем мире. Среди них есть добрые и есть опасные. Они прятались от людей, но человеческие поступки вызвали их гнев. И тогда великаны решили вернуть себе этот мир. Великанов не существует. Они только в твоем воображении. И еще одна история, комедия «Дорогой диктатор». Здесь пересечение двух персонажей, которое в реальной жизни невозможно. Простая девчонка и беглый карибский диктатор. Поскольку это комедия, ничего серьезного, политического, зато узнаем, чему диктатор может научить девушку. И наоборот, возможно, что-то пригодится и вам. Ну вот посещение кинотеатров – это как один вариант. Как провести уикенд можно. Да, Но более широкий спектр культурных событий у Камилы Хакимуллиной. Сегодня она расскажет, что же нас ждет в ближайшие выходные в Казани. Всем привет! Сегодня 30 марта, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. А начать я хочу с концерта удивительной пианистки. Все подробности смотрите прямо сейчас. В Казани выступит Кейко Мацуи, известная японская пианистка и композитор. Под ее гибкими пальцами клавиши слагают очаровательные мелодии, покоряющие публику по всему свету. Формально считаясь джазовой пианисткой, талантливая японская артистка вплетает в свое творчество космическую атмосферу нью-эйджа. Сегодня звезда представит свои лучшие сочетания. Концерт группы «Северный флот». Группа основана в августе 2013 года музыкантами группы «Король и Шут». Сегодня она даст большой сольный концерт-презентацию нового альбома. Насыщенная получается пятница, но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Федук выступит в субботу в Казани. Его песни «Розовое вино» и «Моряк» разорвали все существующие чарты России, и артист неуклонно продолжает свой путь к музыкальному Олимпу. Федук – это грамотная музыка, нетривиальные тексты, рэп от души и по существу. Если вы цените стиль и новые тенденции в музыке, приходите. Юбилейный концерт группы «Князь» в Корстене. Тематика текстов этого альбома очень разнообразна. Слушатель найдет здесь не только одиозных исторических персонажей, фольклорных и во многом инфернальных героев, но даже обращение к библейскому сюжету. На концерте, помимо композиций из новой пластинки «Узники долины снов», прозвучат лучшие песни с предыдущих альбомов группы. 1 апреля советую посетить спектакль «Диляфрус ремейк». Музыкальная комедия в 2 частях. Однажды в одну татарскую деревню попадает эротический журнал с фотографиями сельской красавицы Диляфрус. Все подробности узнаете, придя в воскресенье в театр. Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных. Спасибо, Камиля. Увидимся уже на следующей неделе. Ну а пока мы завершим предсказания астрологов на эту пятницу. Итак, весы. Не совершайте в это время важных покупок, если в этом нет прямой необходимости. В общении с любимым человеком вас не будут заботить внешние ритуалы. Намного важнее станет уверенность в постоянстве чувств, надежности и предсказуемости отношений. Обратите внимание на это. Скорпиону рекомендуют отказаться от интриг и соблазнов интимного плана. Ну как, от этого сложно отказаться? Так говорят звезды. Если не хотите испортить себе личную жизнь, то не нужно приглашать на свидание всех, кто под руку подвернется, особенно если у вас есть муж или жена. Да, это, мне кажется, любого знака касается. Уже да, стоит задуматься. Стрелец будет таким инициативным и деятельным, что зарядит всех вокруг своим оптимизмом. Работать придется за 4, поэтому не забывайте отдыхать и соблюдать режим питания. Режим питания нарушать нельзя. По-моему, в Незнайке это было. Козероги, сегодня надейтесь только на себя. Окружающие вам не смогут помочь, даже если захотят этого. И еще, будьте осторожны. Есть риск раскрыть сокровенные секреты постороннему человеку.
Водолей, у вас благоприятный день для новых начинаний, которые принесут вам удовлетворение в скором времени. Звезды говорят, что у вас появился тайный поклонник. Вы легко его обнаружите, если присмотритесь к ближнему окружению. Самое интересно стало, кто это может быть, как вот его обнаружить. Рыбы, у вас сегодняшний день будет напряженным и нервным. Есть риск столкнуться с проблемами в семье и на работе. Будьте спокойны и деликатны, не раздражайтесь. Тогда вам удастся быстро избавиться от обид и недопонимания. Все, с гороскопом разобрались. Но все будет хорошо и на следующей неделе. Тем более, вот что вас ожидает в понедельник в 8:10 в нашей программе «Здравствуйте». Азбука здоровья. Что нужно знать об остеопорозе, его симптомах и лечении? Для себя любимой. Что такое детокс-программа и с чего ее начать? Вкусно, сытно, традиционно. Как правильно приготовить картофель по-деревенски? Это и многое другое ждет вас в понедельник в программе «Здравствуйте». Ну и, кроме всего прочего, напоминаем, что найти повторы программ вы можете на сайте tnv.ru. И, конечно же, в YouTube. Там есть, во-первых, программы, во-вторых, самые интересные интервью, сюжеты и так далее. Да, и на нашей страничке ВКонтакте, конечно, где можете лично, может быть, задать вопросы, какие-то предложения, пожелания. Все выслушаем, на все ответим. Да, группа называется «Утренняя программа «Здравствуйте». Мы всем желаем хороших выходных и, самое главное, берегите себя. Да. На этой неделе берегли вас и себя, в частности, Влад Портнов. Светлана Звонарева. Да. Это она. Да, желаем вам хороших выходных. И хорошего дня. Пока-пока.